Здравствуйте! Мои коллеги из информационной службы телеканала ушли в отпуск, и поэтому формат Экса изменился. И не только визуально, но и по содержанию тоже. Вначале несколько слов о событиях дня, последних в столице нашей республики. Водопровод, подготовка к зиме. Некоторые из сетей в городе по-прежнему не промываются. Как считают в мэрии, это происходит из-за того, что у этих сетей частично нет хозяев своих, и потому просто некому физически заниматься этой дорогостоящей процедурой. И снова вода. Роспотребнадзор готов со второго сезона закрыть некоторые из загородных детских лагерей отдыха в связи с тем, что там нет надлежащих условий для мытья посуды. Воду берут из временных летних водопроводов, а она не отвечает санитарным требованиям. Город начал подготовку к дню рождения, он через 2 месяца, однако мероприятие уже вовсю развертывается. В числе прочих строительство монумента на Московской набережной. Пока об этом свидетельствует только транспарант, стенд, который свидетельствует, что заказчиками этого памятника выступает Центральный административный округ Москвы и мэрия столицы республики. Доля Якутска – это постамент под монумент стоимостью в 6 миллионов рублей. До конца этой недели в мэрии намерены закончить составлять списки потенциальных жертв жилищных пирамид. Считается, что мэрия найдет управу на социальную инициативу и на ряд других жилищных организаций, которые занимали деньги у горожан для того, чтобы в дальнейшем предоставить им жилье. Сегодня по Покровскому тракту открылся стационар городской детской больницы. Он будет обслуживать детей, которые отдыхают этим летом в пионерском лагере Каландрашвили и на летней даче детского сада номер 105. Здесь детям смогут предоставлять комплекс физиотерапевтических и иных услуг. Ну а более подробно я хочу остановиться на другой социальной теме. У волонтеров Якутска закончился первый сезон. Лучшие из лучших – 60 подростков. Это примерно каждый 15-й из тех, что сегодня работают на улицах и площадях Якутска, были приглашены по этому поводу в боулинг. Добрый день, как настроение? Отлично. Работаешь так же хорошо, нет? Да. На 100%. А в каком месте работаешь? В 7-й школе я первый год работаю. А на каком участке там? В каком районе города? Ну вот у нас 3 объекта: Курашова и Лермонтова пополам разделили мы. В прошлом году работал, нет? Нет, я сегодня только первый год работаю. Пошел для того, чтобы заработать, или для чего? Ну так, посмотреть, как хорошо работать или волонтером, или нет. Ну вот первый сезон закончился, как настроение? Ну, отлично. Татьяна, как настроение? Отличное, конечно. Вообще, пацанам, конечно, хороший праздник устроили. Часто в этом году их такие вещи ждут, нет? Давайте это останется секретом и неожиданностью для детей, потому как ваша программа достаточно популярна среди детей. Буду молчать, хорошо? Ну, вообще что-то будет в конце сезона еще, да? Естественно. Все как всегда. Работаете где? Волонтер? Нет, а где? В каком? Дом быта. Нет, дом быта. Озеленитель. А, на озеленении работаете? А, так вы тогда это для молокозавода, который, да? Да. Там, говорят, вас мороженым кормят, нет? Кормят. Часто? Часто. Ну, судя по горлу, вроде еще не болели, да? Не, А в прошлом году работали или это первый год? я работал на пляже. Да. Ну, там интереснее было, нет? Нет, там мусора вообще много. Я и перешел возле дома быта, там меньше мусора. Сколько заработал в прошлом году? Где-то 1400 с чем-то. За лето. Это за 21 день. Да. Там, кроме этого, еще какой-то приз давали, нет? Что-нибудь было такое? Такого 200 рублей всего лишь давали, и все. Так никуда не ездили. А ты в прошлом году работал, где, нет? Не работал. А тебя каким образом тебя уговорили в этом сезоне поработать? Да делать было нечего, просто лето. Решил пойти поработать. Вы знакомы так по жизни, нет? Да, рядом же. То есть это ты его тогда, получается, селектировался? Да нет, он сам как-то... Делать нечего было лето. Башка приехал, пошел работать. Что делать? Все равно деньги лишние не помешают. Альбина Михайловна, ну, дети и труд, и свой отдых сегодня оценивают на 5 баллов. У вас, я знаю, было в пятницу совещание в мэрии, которое разбиралось как раз с организованным отдыхом. Там какую оценку поставили руководители города? Ну, предварительная удовлетворительная оценка, конечно, но проблем очень много. Потому что цель поставлена, задача поставлена максимальный охват летним оздоровительным отдыхом. А охватили сколько? Мы около 50-60% охватываем в среднем, а цель поставлена до 100%. Ну, это это нереально. вообще нереально.
Но надо стремиться все равно, потому что 5 лет назад у нас было всего 19% есть охвата. динамика-то хорошая? Динамика идет, но нам бы хотелось идеальнее, но при этом проблема стоит о том, чтобы сделать нормальную материальную базу наших лагерей. Программу такую уже, это было задание. В этом году или на следующий год принять это реконструкции, план реконструкции лагерей, строительства новых корпусов. Поэтому проблема такая. Второе, больше по месту жительства работать, конечно. И третье, в сельском хозяйстве детей тоже сделать бригады. У нас Хохотавская, Тулугинская. Но надо детей в сельское хозяйство в связи вот с национальными программами тоже привлекать побольше детей в развитии сельского хозяйства. Планов навалом, но проблемы еще и финансовые стоят. Поэтому так, чтобы эта программа не ради, это комплексная должна быть социальная такая программа принята. Погода, как видите, пока благоприятствует волонтеров. Я имею в виду, что искушение убежать на пляж, покупаться, позагорать у ребят, в общем-то, достаточно мало возникает. И поэтому есть все предпосылки для того, чтобы они по ударному закончили эту трудовую четверть. Ну а мэрия, как мы уже с вами слышали, в долгу перед ребятами не останется. Ну и все-таки жалко. Хотелось бы, чтобы лето было жарким, а вода теплой. До свидания.